Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто скоро объявится, кто скоро к вам проявится. Давайте посмотрим, кто этот мужчина, либо кто эти мужчины. Как песочек покажет, так оно и будет. Просто загадайте на себя, поставьте себе какие-то временные рамки, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Да, все-таки кто объявится и кто проявится, это разные мужчины. Тут двух мужчин вижу. Один из них прям конченый эгоист. Смотрите, буква Я. Буква Я ему жизнь сломала. Да, его эгоизм ему жизнь и счастье сломал. Но его вы точно знаете, хорошо знаете. Вас прошлое объединяет. Далеко он от вас находится, очень далеко. И давно он без вас находится. Это тоже факт. Смотрите, этот мужчина, вас что-то связывало, либо объединяло. Я вижу, что вы к нему тянулись. А он как каменный был, как этот айсберг, да? Как в песне был айсберг в океане. Холодный, эгоистичный, только думал о себе, о своих интересах. А вы к нему тянулись. Вы готовы были его принимать таким, как он есть. Вы, влюблены были в него, скорее всего. Либо любили по-настоящему. Со всеми его недостатками были готовы мириться, готовы были ему помогать, поддерживать его были готовы. А он, видите, то ли побоялся принять решение, что-то в своей жизни поменять. Да, так иногда бывает. Многие мужчины дорожат своей свободой. Другие мужчины могут быть несвободны и боятся, да, что-то в жизни изменить. Но также у кого-то отыграется, что мужчина действительно был нацелен на какие-то карьерные взлеты, на большие деньги, на реализацию в бизнесе. И он просто посчитал, что вы будете ему в этом плане мешать, да? Что будет меня нагинать, контролировать, мне тратиться придется. А я птица гордая, хочу высоко летать. Как-то он глупо, да. В то время он очень глупо поступил. И хотите верьте, хотите нет, но он уже 1000 раз об этом пожалел. У него была достаточно бурная жизнь после вас. Очень много он тут развлекался, гулял. Женщин много было. До сих пор, кстати, у него какие-то развлечения, но тут уже без женщин, тут больше с мужчинами. Да? У него очень много мужчин, знакомых, друзей, либо это какие-то приятные, нужные, важные связи. Он где-то с мужчинами время очень часто проводит. Сауны всякие, футбол, пив-бар, может быть, какие-то посиделки, да. Есть такое, есть. И он смотрит на других мужчин и видит, что у них красивые жены, либо красивые любовницы, что эти мужчины счастливы. Мужчина может сказать: ой, я сегодня пораньше ухожу, потому что меня жена любимая ждет, да? Либо меня жена и дети ждут. И он смотрит на этих мужчин, и у него прям сердце в груди сжимается, и он такой думает: а меня никто не ждет, да? Меня никто не ждет, я никому не нужен. Толку, что у меня это приданное, да, есть, что у меня квартира, бизнес, машина, деньги. А кто меня ждет? Кто? Никто не ждет, да? Я один, как перст один. Даже если он до сих пор не свободен, его дома никто не ждет. Наоборот, если он приходит домой, то там начинаются какие-то терки, разборки, и максимально его не уважают. Да? Для него прийти домой, где живет его жена и дети, это как каторга какая-то, потому что очень много претензий, очень много холода, очень много какого-то агрессивного отношения, и он даже, наверное, старается особо и дома не бывать. Но у кого-то отыграется, что мужчина один
да, один, его никто не ждет, его ждут там, может, грязные тарелки, либо пустой холодильник, да, никто не ждет его. Вот. Опять же, вы все разные. Этот мужчина, он пытался вас забыть, и даже на кого-то другого, я вижу, переключался, но все равно память подкидывает ваш образ. Все равно я вижу, что этот мужчина и во снах вас видит достаточно часто. И вижу, что ни с одной другой женщиной у него не было таких теплых ощущений, не было такой эмпатии, какая была с вами. То есть по прошествии всего этого времени он, положа руку на сердце, может вот честно сказать, что вы та единственная, с кем ему было по-настоящему хорошо и с кем была очень сильная эмпатия. Кстати, вот в плане интимного порядка, да, вот вы его тоже очень сильно и возбуждали, ему подходили, вот тоже он очень часто это вспоминает. Кстати, да, ему про вас снятся именно вот какие-то эротические сны, которые, ну, максимально, да, впечатляют этого мужчину. Вот. Он стал думать про вас, и я вижу, что он вас искал, я даже вижу, что он про вас очень многое узнал, нашел, узнал, он знает, где вы, он знает, как вы живете, с кем вы живете, как протекает ваша жизнь, что было в вашем прошлом, как вы без него жили. Он все это узнал, и сейчас буквально он готовится к тому, чтобы снова войти в вашу жизнь. Он понимает, что вы женщина умная, он понимает, что вы женщина самодостаточная, он понимает, что ему действительно нужно выше головы прыгнуть для того, чтобы вы его мало того, что приняли, так еще и простили, да, потому что он как-то очень некрасиво с вами поступил и, ну, сам себя, грубо говоря, за это простить не может, но очень надеется, что вы сможете простить. Поменялся ли этот мужчина? В плане эгоизма нет. Видите, буква Я четко, да, она так и осталась. То есть вот каким он был там 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад, он таким же и остался. Даже какие-то его моменты, они усилились, да, вот упрямство, самовлюбленность, то, что он нарцисс редкостной породы, да, это только лишь усилилось. Но при этом он, я вижу, стал более каким-то спокойным и договороспособным. То есть, да, он будет вести себя в отношениях как такой избалованный взрослый ребенок, но при этом с ним можно будет договариваться. Но опять же, я не думаю, что вас эта информация как-то сильно порадует, и вы скажете: вау, я так долго его ждала. Хотя, может быть, и скажете, кто-то из вас точно скажет. Но побольше, наверное, будет реакция такая, что ну все, как бы и даром мне не нужен, я уже его забыла, я уже его видеть не хочу. Но с другой стороны, еще раз говорю, то, что происходит с людьми, это все не случайность. Во всем есть воля и рука судьбы. И вот что-то мне подсказывает, что этот мужчина, он как герой на лошади, без страха и укора идет в вашу жизнь, чтобы вас от чего-то, ну, спасти, да, выручить, спасти, помочь, как-то вот, знаете, поучаствовать даже в конце концов. Может, вам сейчас помощь нужна, может, вам поддержка нужна, может, деньги вам нужны, может, защита вам нужна. Понимаете, вы все разные. Вот он идет, ему позволяет судьба войти в вашу жизнь, прийти в вашу жизнь для того, чтобы он как отплатил добром за добро, потому что вы в прошлом были с ним очень добры. Вы очень многое для него делали, вы очень многое ему прощали, вы были его столбом, вы были его поддержкой. Вот, за это он должен вам отплатить. А как там дальше будет, будете вы вместе, не будете вы вместе, это уже как бы как вы решите, да. Судьба не будет заставлять вас быть с этим мужчиной. Судьба говорит так: он должен прийти, чтобы выплатить долг. А задолжал он очень много, еще и с процентами, потому что, да, это было давно, было в глубоком прошлом. Поэтому, девочки, когда он появится, имейте это в виду. Его судьба направила для того, чтобы решить вашу проблему, с которой сами справиться не можете, либо чтобы он вас защитил, либо что-то взял на себя. Вот для этого его направили, а не для того, чтобы вы распахнули ему объятия, да, и служили этому эгоисту, были у него там рабыней любви, да. Не для этого абсолютно нет.
Вот. То, что он будет помогать, ну, это показано, да. У него и желание такое есть. Опять же, он тоже не глупый человек, он понимает, что он вам должен. И чисто кармически, даже в кармическом разрезе, это очень неправильно. Он ваш должник. Причем должник достаточно серьезный. Да, у него есть возможности вам помочь. Во-первых, я вижу его красиво одетым, я вижу его при деньгах, достаточных деньгах. У него есть имущество, у него есть счета, у него есть связи в конце-то концов, да, вот знакомства, связи. Он, ну, с этими мужчинами, важными мужчинами, он очень много времени проводит, и они дружат, действительно дружат. Они как рука об руку идут. Поэтому, девочки, он должен прийти и вам помочь. Он должен закрыть свой долг перед вами. Это и для вас хорошо, и для него хорошо. Потому что пока он вам должен, счастья в жизни он не найдет. Счастливым он не станет. Вот. А вам помощь нужна. Если бы вам не нужна была помощь, этого бы мужчину на пушечный выстрел к вам бы не подпустили. Поэтому имейте это в виду. Ну, идет, девочки, идет. Он уже как и дату какую-то назначил, может быть, и билеты приобрел. Либо у кого-то еще может отыграться, что вот он планирует, да, свою жизнь. Он говорит, сейчас вот это сделаю, вот это переделаю, вот тут доделаю. И я освобожусь, и я к ней поеду в ее сторону. Но он как-то прям очень далеко от вас находится. Прям сильно далеко, да. Ну, то есть так просто не сорвешься и не поедешь. Но опять же, он переживает, ведь вы такая тоже дама с характером, вы можете и не пустить, можете и в лицо ему плюнуть, да, и дверь перед ним закрыть, он это знает. Вот, а представьте, такой эгоист, и с ним так поступить, у него же там все трубы перегорят, да, и мозг взорвется. Он тоже это прекрасно понимает. Так что собирается. Почему-то цифру 9 показывают. Возможно, это будет 9 число. Возможно, это будет через, там, не знаю, 9 дней. Либо у кого-то, может, даже в 9 месяце отыграется. Опять же, все зависит от того, какие дела он сейчас ведет. Может, у него какие-то важные дела, от которых прям никак оторваться нельзя. Либо вы так сильно далеко находитесь, что ему нужно будет там и визы оформлять, и билеты покупать, и действительно на какой-то значительный срок отъезжать от своих дел, да, бросать свои дела. То есть имейте это в виду. Вот, как был, так и остался. Такой же эгоист, даже буква Я гораздо больше стала, чем он. Но с другой стороны, у него перед вами долг. И этот долг он должен перед вами закрыть. А судьба позволяет ему прийти для того, чтобы он вас спас, да, для того, чтобы он вам помог. Так, это тот, кто появится. Кто проявится? Тот, кто проявится у вас с правой стороны. Ну и тот, кто проявится, он как будто бы какую-то броню носил на себе. Броня, которая закрывала чувства и эмоции, закрывала истинные намерения, истинные желания сердца. Человек мог казаться максимально отстраненным, ни во что не вовлеченным. Возможно, даже казалось, что он и имени вашего не знает, да, не то чтобы там какое-то внимание на вас обращать. Вот на кого, а на этого человека вы никогда не думали, что вы ему нравитесь. У вас даже ни единой вот такой короткой мысли не возникало, что, возможно, я ему нравлюсь. Либо вы тоже как-то не обращали внимания на этого мужчину, либо вы считаете этого мужчину каким-то снобом, одиночкой, каким-то отшельником, да, вот какие-то такие мысли. Я не вижу хороших мыслей в вашей голове по отношению к этому мужчине. Скорее, больше как в негативе его рассматриваете, чем в позитиве. Ну, может быть, потому что вы не особо общаетесь. Может, он даже с вами не здоровается, да, и вы с ним тоже не здороваетесь. Но вы точно с ним видитесь, да, потому что, ну, вы в его глазах. И он своих глаз с вас не сводит. Мало того, у мужчины какая-то есть техника, как смотреть так, чтобы не спалиться. Наверное, техника камбалы. Да, вот эта рыба глубоководная, у которой глазки на затылке. Вот, скорее всего, у него такая техника. То есть никто не замечает, и вы не замечаете, что он на вас смотрит. А он на вас смотрит, он буквально вас кушает глазами, он вами любуется, он вами милуется. Ну и как бы вот эта его броня его защищает, чтобы никто не догадался, и тем более там, вы, чтобы никогда не догадались, что у него к вам романтические чувства. Как он к вам проявится?
Ну, его кто-то очень сильно напоит, да, он будет пьяненький, когда он к вам проявится. У кого-то прям сильно пьяненький будет. Ну вот воистину же говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот, скорее всего, да, перебор с алкоголем сделает свое дело, опиаты подействуют, и мужчина вам действительно расскажет все о своих чувствах. Ну и также он вам скажет причину, почему он скрывал, почему носил броню. Если честно, от этого признания вы в себя будете приходить несколько дней, а может быть даже и несколько недель. Для вас это настолько будет шоком. Будет казаться, что земля затряслась под ногами. Вам будет казаться, что это какой-то бред, что это какой-то сон, и что вообще это происходит не с вами. Да? Это не наяву происходит. Но на самом деле будет происходить именно наяву. У кого-то отыграется в прямом смысле слова, что пьяный мужчина окажется на вашем пороге, начнет долбить вам в дверь и кричать, что он вас любит, и вы женщина всей его жизни. У кого-то отыграется, что вот где-то вы с ним пересечетесь, там столкнетесь, он будет пьяный, и вот он начнет вас там за руки хватать, обнимать и рассказывать, как сильно он вас любит, как долго он скрывал эту любовь, и что вот такой вот он несчастный, страдает от неразделенной любви. Но что-то будет вот явно шокирующее, не поддающееся логическому объяснению, выходящее за рамки приличного. Вот, так что готовьтесь. Готовьтесь заранее, как предупрежден, вооружен. Да, возможно, вам это поможет. Хотите, я не знаю, там, если можно в вашей стране, там, что электрошокер, либо перцовый баллончик. Если нельзя, то просто, наверное, там этот лак для волос тоже хорошо, говорят, помогает. Ну, мало ли, вдруг приставать начнет. Такой может. Он в состоянии неадеквата, он может даже и приставать к вам. Хотя у него нет намерения вас обидеть. Он вас любит, да, поэтому обижать нет намерения. Хотя, опять же, пьяный может произойти что угодно. Кстати, может и даже... не знаю, на ютубе такое нельзя говорить, да, но, возможно, это будет не алкоголь, а что-то другое, тоже опьяняющее, ну, дурманящее голову. То есть тоже имейте в виду. Мне идет, что у вас шок и даже такой вот легкий испуг, а у кого-то прям совсем не легкий. Вот, казалось бы, человек признается в чувствах, но то, как он будет это делать и в каком состоянии он будет находиться, конечно, это устрашающе, это пугает. Вот, девочки, так вы узнаете, кто вас любит в вашем окружении. Да, лучше, конечно, так не узнавать, но вот как идет информация, так и идет. Возможно, на этого мужчину подействует коридор затмений. Коридор затмений, который у нас начинается сегодня и продлится до 3 марта. Да? То есть коридор затмений, действительно, у некоторых людей затмение, и люди себя не контролируют, не отдают себе отчет, и все тайное становится явным. Возможно, этот мужчина и вовсе не планировал раскрывать в ближайшее время свои чувства, но вот, как, знаете, что-то в голову ударит, и мужчина перед вами весь вскроется, даже не раскроется, а вскроется, понимаете? Очень много всего расскажет, может быть, не все будет понятно, потому что, ну, немножко затуманенная голова, но тем не менее, вот вижу, как вижу, да, имейте это в виду. И вот этот, который, ну, в неадекватном состоянии будет говорить о своих чувствах, вот вы должны знать, что его чувства, они проверенные временем, и они максимально настоящие. То есть мужчина любит и любит по-настоящему. У мужчины либо непростая судьба, либо сейчас в жизни какие-то очень сложные обстоятельства. Почему-то мне идет информация, что он разводится. Либо какие-то там суды, документы, споры, что-то такое, да, вот с судами связано. И это очень сложно, да, сложно, это затяжной момент. И, возможно, он скрывал свои чувства. Почему? Потому что, как вот он придет и скажет, знаешь, ты мне очень нравишься, но у меня сейчас тут столько судов, и неизвестно, чем это закончится, и неизвестно, когда закончится. Ну, давай будем вместе. Понятно, что это, ну, максимально неприемлемо, особенно если ты человека любишь. Да, ну, сами вот подумайте, поставьте себя на его место. Вот вы кого-то любите, у вас куча проблем, а вы идете к человеку, говорите, у меня куча проблем, но я тебя люблю, давай будем вместе. Да? Ну, нет, конечно, он не будет ничего говорить. Конечно, он скрывает, и я понимаю, почему скрывает. Но с другой стороны,
Неправильно это все, да, когда мужчина в неадекватном состоянии признается женщине в любви. Это может все испортить, да, раз и навсегда все испортить и навсегда закрыть ему дорогу к вам, к вашему сердцу, в вашу жизнь. Вы ведь можете тоже полицию вызвать, правильно? Скажете, ну какой-то неадекватный, обдолбавшийся, либо в стельку пьяный, да, мужик пытается меня домогаться, и вы будете правы. Вы будете правы, это ненормально. Ну, видите, коридор затмений. Скорее всего, коридор затмений так на него повлияет. Вот просто имейте в виду. Так, что еще вы должны знать? Вы должны знать, что вы именно в этом году своего суженого точно встретите. Вот он сапог, а вот он восклицательный знак. На мыске сапога букет, предложение. Кто это будет, я не могу сказать. Вы все слишком разные. Но сапог смотрит влево. То есть это будет максимально неожиданный мужчина. Либо мужчина, с которым вы еще не знакомы. Вот. Ну, либо, может, и знакомы, но вы его в этом не подозреваете, да, что он может стать вашим суженым. Ну, вот знаки именно так показывают. Так что готовьтесь. Этот год для вас особенный. Точно замуж пойдете, точно суженого своего найдете. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.